Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации, которая возникла на ГРТ, общественной телерадиокомпании ГРТ, общественном телерадиовещателе, региональном общественном телерадиовещателе. Мы писали о том, что ГРТ стала ретранслировать продукты, производимые телеканалом «Первый», который лишился лицензии из-за откровенной пропаганды. Насколько это вообще приемлемая и нормальная ситуация сегодня, я предлагаю поговорить с нашим гостем, который у нас в студии, Екатерина Федоровна Жекова. Екатерина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас приветствовать. Екатерина Федоровна, 7 лет вы управляли ГРТ, были председателем этой компании, инициировали процесс трансформации от государственного в общественное, как раз тогда был принят закон. Да. И многое из того, что мы видим на ГРТ сегодня, тот же ремонт, и та же сетка передач, и те новшества, которые были внедрены тогда, действуют и сегодня. Ничего нового мы там не видели. Как вы оцениваете ситуацию на ГРТ и то, до чего дошла эта телерадиокомпания? Спасибо, Михаил. Ну, есть, конечно, и некоторые новшества на ГРТ. Много лет прошло, и появились новые передачи, новые люди, новые лица. Но хочу сказать одну вещь. Если тогда, когда телеканал из статуса государственная телерадиокомпания была до 2007 года, 29 октября, была утверждена общественная телерадиокомпания. Вот тогда было сложно. Почему? Потому что люди, которые работали и имели опыт работы в государственной телерадиокомпании, государственная компания всегда получала какие-то указания от власти, которая ее финансировала. То статус общественного телевидения как раз предполагал свободную работу общественной телерадиокомпании, при том, что финансирование по-прежнему идет из бюджета. Но бюджет в данном случае, почему общественные телерадиокомпании создавались в Молдове, она была создана раньше, чем у нас в Гагаузии, для того, чтобы это было рупором народа. И если нужно напомнить, я могу напомнить, что слоган, под которыми сегодня работает общественная телерадиокомпания, а тогда мы ее с коллегами, тогда работающими на ГРТ, придумали «Халк ламбеля бир йолдан гидерс». Для чего это нужно было? Это нужно было для того, чтобы дать и власти понять, и людям понять, что теперь это телевидение, которое будет озвучивать то, что интересно и нужно людям, и будет служить интересам людей. И если заглянуть, в общем-то, в миссию общественных телерадиокомпаний, то они как раз и работают для того, чтобы от имени народа говорить властям, что они не доделывают. Сегодня же, спустя много лет, к сожалению, мы видим, что общественная телерадиокомпания никак не может выйти и стать по-настоящему общественной телерадиокомпанией и продолжает обслуживать интересы власти. Я об этом говорила не раз, говорила в разных студиях, говорила в интервью для журналистов разных изданий, молдавских и гагаузских. Я очень хотела бы иметь другое мнение, но пока все то, что происходит на ГРТ, меня очень расстраивает. Я не говорю о том, что там нет ничего из того, что должно делать общественное телевидение и радио. Единственное, пожалуй, за что можно было бы не то что похвалить, но отметить, по-прежнему общественная компания является единственной телерадиовещательной редакцией, которая работает на гагаузском языке. Звучание гагаузского языка нигде больше так не звучит, сколько на ГРТ, и слава богу, что это так. Но то, что ГРТ стало местом, где власть реализовывает все свои амбиции, политические какие-то цели, меня это очень расстраивает. Сегодня ГРТ — это рупор власти, и это позорно, и это стыдно. Ну, гагаузский язык вещает только в части эфира, там, по-моему, есть отдельно, но не весь день, да, то есть утром там, по-моему, есть какие-то передачи, которые он делает на гагаузском языке, какие-то ток-шоу политические на гагаузском языке, да, но по-прежнему основные ток-шоу пропагандистские они делают на русском языке. Да, это, кстати, тоже очень неверно. И вообще непонятно, что делается с издательской политикой ГРТ, потому что если ток-шоу передачи не могут проходить на гагаузском языке, я не понимаю тогда, для чего мы создали гагаузское радио и телевидение, только для того, чтобы о передачах... Есть передачи, которые, повторюсь, на гагаузском языке делают, но они касаются культуры, традиций, а мы о политике, об экономике мы не будем говорить на гагаузском языке. А был такой период на ГРТ, когда об этом говорили.
И мне сегодня не хватает... ГРТ должно было стать таким локомотивом, авангардом, достоянием гагаузского общества. Достоянием, потому что именно отсюда, с эфира этого телеканала и с радио, люди должны были получать самую достоверную, плюралистическую, самую правдивую информацию. Именно ГРТ должно было заниматься и отвечать на такие вопросы вот, в бытность бывшего Башкана. Много говорили о том, а где зерно гуманитарное, которое было. Вы видели или слышали какие-то материалы, чтобы ГРТ делала на эту тему? Расследование какие-то, нет? Расследование. Нет. Почему? Значит, вот этот страх, который испытывают журналисты, мне очень жаль этих ребят, я очень многих знаю на ГРТ. Одновременно с этим, Михаил, я должна сказать, что есть, пусть несколько, да, их очень мало реально, журналистов, которым я испытываю уважение за то, что они делают, но мне очень не хватает, чтобы больше смелости было бы у журналистов, и они брались бы за те темы, за которые они обязаны браться, как журналисты общественного телевидения. То есть журналисты ГРТ не поняли, что общественный телеканал обязывает их служить народу через что? Власть надо не хвалить. А журналисты общественного телевидения должны критиковать власть за то, что они не доделают. А откуда они эту критику должны брать? Они должны слышать, чем недовольны люди, и озвучивать это для власти, получать у власти ответы на эти вопросы, и из этого строить свои репортажи, свои сюжеты, свои передачи. Мы же видим напротив, что приглашается власть, исполнительный комитет, либо народное собрание, представители этих двух органов, для того, чтобы дать им эфир, и получается, что журналист просто как модератор. Ну, он таки модератор, но модератор для власти. И вот эта показушность, вот это совсем не для общественного телевидения. Меня это очень расстраивает. Я не вижу силу общественного телевидения. Ну, там такое ощущение, что журналисты в последнее время, люди, которые сидят перед камерой и ведут ток-шоу, они такое ощущение, что даже и подстрекают немножко, да? То есть, ну, я бы сказала, не то, что подстрекают. Вообще печально очень видеть, когда журналист общественного телевидения подсказывает человеку, которого он пригласил в студию, направляет по мысли или помогает, или сочувствует вместе с этим человеком, да? Ну, я не знаю. Ну, это, ребята, ну, мы на это не должны выделять деньги, и у меня большие претензии к наблюдательному совету, который следит за тем, как расходуются финансы. В самом начале вы сказали, Михаил, о том, что общественная телерадиокомпания закупает передачи. Но в этом, может быть, и ничего страшного нет, что, я не знаю, такого механизма в законе нет. Может быть, я так детально не изучаю деятельность наблюдательного совета, не изучала их положение. Может быть, они каким-то своим положением позволили, я не знаю, возможно ли это вообще юридически, закупать контент у других студий. Но если даже это так случилось, то у меня вопрос. После того, как в общественности стали обсуждать, я посмотрела несколько передач, и я вот хочу сказать, что если общественная телерадиокомпания тратит бюджетные деньги, а бюджетные деньги — это наши с вами деньги налогоплательщиков автономии, если тратит для того, чтобы закупить передачу, которая производится в Кишиневе, кишиневским журналистам, говорящим на румынском, либо на русском языке, я задаюсь вопросом, а у нас что, нет журналистов, которые на русском языке могут делать передачи здесь на ГРТ? Это первый вопрос. Второй вопрос. А почему общественная телерадиокомпания закупает передачи у телевизионных студий, которые работают в Кишиневе, а она не может закупать передачи, которые делают здесь наши журналисты гагаузские? Ну и на основании чего они решили, что нужно у них закупать этот контент? Да, на основании чего — это тоже вопрос. И третий, я посмотрела передачу от 29 декабря, передачу «Де-факто», и я вообще не поняла. Сидит в студии русскоговорящий журналист, который ведет передачу с политиком, из прошлого, ладно, может быть, человек вернулся опять в политику. И на протяжении всей передачи ни одного слова о Гагаузии. Но они подводят итоги уходящего 23 года. Почему мы деньги наших налогоплательщиков позволили наблюдательному совету, руководителю компании использовать не по назначению? Потому что в этой передаче о Гагаузии не говорят вовсе. А если преследуется цель
какую-то партию пропиарить или помочь действующей власти в Гагаузии, еще больше сакцентировать внимание граждан на том, что надо быть возмущенными действиями Кишинева, так не надо использовать наш бюджет. Вы проводите свои мероприятия, если вам это хочется об этом говорить. У нас, у граждан, у жителей автономии есть свои претензии и к власти исполнительной, и к власти в Кишиневе. И люди должны иметь возможность эти претензии свои высказать. Но использовать бюджет общественной телерадиокомпании, закупать эти передачи, мне кажется, с этим надо разобраться. Хорошо, а вот если говорить о том, как это вообще было обставлено, ведь этот канал, о котором речь идет, там, ну, он не просто не из Гагаузии, хотя нигде не запрещено закупать контент у... Но могут закупать, да, почему не нет? из Гагаузии. Но тут же речь идет о канале, который лишился лицензии из-за своей махровой пропаганды в пользу определенной политической партии, которая недавно была признана неконституционной. Как бы вот это, с моей точки зрения, меня это больше всего смущает. Но меня больше всего смущает, извините, Михаил, меня больше всего смущает то, что законно это или незаконно. Первое. Второе. Почему у тех, каковы мотивы, почему люди посчитали, что надо тратить бюджет Гагаузии на такую передачу? Почему? У меня вопрос, почему из журналистов, а их много, которые работают в штате общественной телерадиокомпании, нет журналиста, который может делать передачу на русском языке здесь, у нас в студии, в Гагаузии, говорить с нашими людьми, с нашими... Почему не пригласить тех экспертов из Кишинева сюда? То есть какова необходимость, я не понимаю. Нет, я, конечно, понимаю, не надо тут. Я прекрасно понимаю, что это ГРТ захвачено, и захвачено Шором. И вот на этом захваченном телевидении сегодня есть человек, который, я не знаю, смотрящий, как там его называют, который является советником Башкана и осуществляет вот такой контроль над тем, как работает телевидение. И мне думается, что именно поэтому передачи стали закупать вот у тех журналистов, которые, дескать, весомее работают, и они могут больше влиять на жителей Гагаузии и сгустить краски как можно больше. То есть мне кажется, что мало того, что в жизни многое не ладится, и в жизни нашей страны, и в жизни автономии многое не ладится, так еще мы через эфир общественного телевидения и радио еще больше говорим, или надо было, наверное, трудоустроить кого-то, я не знаю, из Кишинева. Хотя я не думаю, что эти журналисты, которые ведут эти передачи, не думаю, что они нуждаются в трудоустройстве. Это самодостаточные, наверное, профессионалы и могут реализовать себя на разных телеканалах. Мне очень обидно за то, что у журналистов, работающих на общественном телевидении и радио, есть очень много людей, которые понимают и знают, что такое профессия, понимают, что такое общественное телевидение. Но у многих из них не хватает смелости противостоять той цензуре, которая все еще продолжает иметь место быть на ГРТ. И об этом говорят очень многие журналисты, говорят они об этом не с экранов, говорят они об этом в личных беседах. И если при Ирине Влах у нас были черные списки и невозможно было попасть на ГРТ многим депутатам или многим там представителям общественности, то сегодня кто будет на ГРТ, определяют люди, которые сидят в исполнительном комитете, которые пересылают пресс-релизы, и так публикуются новости на сайте, то есть дается прямое указание это публиковать, это не публиковать. И об этом говорят журналисты, которые не могут сказать об этом в открытую. Почему сказала, что мне обидно? Мне обидно, что недостаточно смелости у журналистов общественного телевидения. А я хочу отсюда сказать еще раз всем коллегам, которые работают на общественном телевидении, ни у кого другого, ни у одного журналиста, работающего в любом другом частном или еще каком-то СМИ, не может быть столько смелости, сколько у вас, потому что ваша смелость гарантирована статусом общественного телерадиовещания. Почему? Потому что, получая деньги из бюджета Гагаузии, именно журналисты общественного телевидения несут на себе ответственность быть объективными, беспристрастными и честно говорить о той ситуации, которая есть. И больше всего вы должны быть на стороне людей, и вы должны узнавать мнение людей и критиковать власть. Телевидение, которое хвалит власть, это не общественное телевидение. Телевидение, которое или радио, которое ходит по пятам за властью,
и освещает все события этой власти, это не общественное телевидение. Общественное телевидение, журналисты общественного телевидения — это люди, которые подвергают жесткой критике, которые доказывают людям, что вот столько-то денег ушло туда, столько-то денег ушло туда, предоставляют информацию о прозрачности принятия решений. А мы этого не видим. Вы говорите, в общественном пространстве много говорят о том, что вот, дескать, имели, не имели права заключать эти контракты с теми журналистами. А вы есть эта информация, сколько это стоит? Я такой информации не имею. Кстати, относительно... Мы должны иметь такую информацию, Согласен, да. Михаил. И вот вы журналисты можете... А где... Я попыталась найти, не нашла эту информацию. Сайт наблюдательного совета, есть ли, ведется ли... Там должна быть информация о том, сколько компания тратит, на что она тратит, для чего принимали закон о прозрачности принятия решений. Я помню прекрасно, я руководила этой компанией, я очень хорошо знаю, как я в частности, как руководитель, представляла отчеты наблюдательному совету, и все было доступно, и так и должно быть. Я не говорю о том, что в то время не было ошибок, но ошибки, совершенные в то время, еще можно было понять и простить, и журналистам, и руководству, может быть, потому что было начало создания компании. Но с тех пор прошло очень много времени, и то, что абсолютно все цифры должны быть прозрачны, об этом уже говорить не надо, это надо просто делать. Ну, кстати, журналисты, которые хотят поделиться какой-то информацией, в том числе о той, которую упомянули вы, Екатерина Федоровна, о том, как практикуется цензура на канале, то они могут обратиться к независимым журналистам, не обязательно к Нокто, и другие журналисты из Кишинева, потому что это очень интересно. Как сегодня... Один момент я хочу подчеркнуть. Да. Я понимаю, под каким... То есть я могу понять многих журналистов, работающих на общественном телевидении и радио, что каждому хочется сохранить свою работу, и когда власть взяла в привычку давить на журналистов и указывать, что им надо делать, кого приглашать, кого нет, люди, думая о том, что они могут остаться без работы, возможно, они очень уязвимы. Но... Не знаю, тогда надо заниматься не журналистикой. Потому что журналистика требует определенной честности, повторюсь, и смелости для того, чтобы показать свои зубы власти и сказать: извините, халклам беля бериолдан гидерис. Это наш слоган, и мы идем с народом по одной дороге. Мы должны у вас спросить, а сколько стоит вот это, а сколько стоит то, а куда вы эти деньги потратили. Я смотрю на бюджет компании, меня очень расстраивает. 10 миллионов лей заложили на 2024 год. Но, насколько я понимаю, там больше не запрашивают. Ну, я видела документ, в котором написано, что общественная телерадиокомпания просит бюджет, утвердить им бюджет в объеме почти 17 миллионов леев. Ого. Я не знаю, будет ли утвержден такой документ. И если это окончательный документ, может быть, он просто для работы, но такая инсайдерская информация. Даже если это так, 10 миллионов леев, использованных в 2023 году, у меня вызывают большой вопрос, почему телевидение, которое получает такую большую сумму денег, не работает так, как оно должно работать по миссии общественного телерадиовещания. Очень много нареканий было со стороны депутатов в адрес некоторых журналистов за то, как они ведут эти передачи. И я думаю, что здесь есть над чем работать наблюдательному совету, ну и Народному собранию Гагаузии, потому что Народное собрание Гагаузии утвердило этот наблюдательный совет. Если раньше заседания наблюдательных советов были открытыми, прозрачными, то сейчас, во всяком случае, последнее заседание наблюдательного совета я не видела. Вы его видели? В открытом доступе видео я не видела. Ну, может быть, я не посмотрела, обязательно поищу, посмотрю, мне интересно, что было обсуждено и принято на последнем заседании. Ну, там вообще происходит какое-то понебратство. Двое членов наблюдательного совета родственники депутатов. Как бы это тоже такой вопрос, почему так произошло и зачем, какова цель. Но у нас буквально осталось 2-3 минутки. Координационный совет, вернее, нет, совет по телевидению и радио. Сейчас он не координационный, да, совет по телевидению и радио Молдовы инициировал проверку общественной телерадиокомпании. И, кстати, не первая проверка в этом году. То есть компанию уже штрафовали, по-моему, да, в 2023 году за нарушение деонтологического кодекса и законодательства. Но сейчас Совет по телевидению и радио инициировал проверку концепции канала, насколько концепция соответствует тому, что есть и выдает канал в эфире. Есть вероятность того, что он опять оштрафуется, и как бы тут, по-моему, даже дело попахивает лишением лицензии. Вот
Как вы на это смотрите? Знаете, я всегда защищала Гагаузское радио и телевидение. В этой студии вы тоже были свидетелем. Да. Я всегда, это было в передаче, либо за рамками передачи, но я всегда защищала компанию, потому что и сегодня я защищала бы компанию, если Координационный совет будет принимать какие-то такие решения. Но если эти решения будут основаны на каких-то законных вещах, какие у нас с вами аргументы у Гагаузского общества сказать, что это не так? Если я вижу реально, я вижу, что общественное радио и телевидение стало рупором власти. Но подождите, не для этого создано общественное телевидение и радио. Абсолютно. И Но если гагаузские- сегодня, да. если сегодня ЦУ, что делать, какие передачи, кого приглашать в гости, раздается из коридоров исполнительного комитета. И если бывший председатель наблюдательного совета сегодня является главным ответственным за то, какие люди там будут работать, какие темы будут озвучивать, ну что это такое? Ну что это такое? Давайте использовать народные деньги для того, чтобы помочь этому народу понять, что происходит в этой автономии, а не показывать красивую картинку. Но вы 8 лет показывали красивую картинку, что делает бывшая власть. Но, как видно, тут молочные реки не текут по Гагаузии. Ну, а гагаузский язык продвигать можно и через другие частные каналы, выдавая им какие-то гранты на контент на гагаузском языке. Для этого не обязательно содержать целый канал, который сегодня оказался. Но мне кажется, что это непозволительная роскошь, когда жители автономии, депутаты Народного собрания Гагаузии, наблюдательный совет, в первую очередь, как ответственный орган, позволяют власти использовать этот бюджет для удовлетворения своих политических целей, потому что у власти есть политическая цель. Абсолютно. А у общественного телевидения и радио совершенно другая цель. И миссия общественного телерадиовещателя — служить интересам людей. И не надо говорить, что люди же выбрали власть, как мы же не можем не подчиниться власти. Нет, как раз вы должны работать так, чтобы удалиться от власти, отдалиться от власти, не удалиться, простите, отдалиться от власти и на расстоянии посмотреть на то и предъявлять власти претензии из уст народа озвученные, услышанные. Ну, надеемся, рано или поздно ГРТ дойдет до этого, хотя за эти годы ГРТ, по-моему, не показала, ну, как минимум после того, как вы оттуда ушли, не показала как бы своего... Ну, я с вами не соглашусь. Все-таки есть, допустим, журналист, которого я очень уважаю. Я не буду сейчас, конечно, называть имени, да, но я вижу, как и этому журналисту не дают возможности там работать. Потихонечку отдаляют от эфиров, которые мог вести этот журналист. Я понимаю, что там сложно работать. Я понимаю, что один не воин. Я понимаю, что проявлять смелость там, где 20-30 человек считают, что слушай, молчи, а то тебе хуже будет. Я понимаю, что это очень сложно. Но мне так хочется, чтобы хотя бы журналисты, понимая то, какую силу дает им вообще закон об общественном телевидении и радио, и сколько силы и свободы заложено в самой сверхзадачи, миссии общественного телевидения и радио, они поверили бы в себя и стали бы возмущаться и говорить: подождите, я сама буду определять, как эта передача будет. И если мне утвердили концепцию, значит, я сама приглашаю гостей, давайте я сама буду задавать вопросы. Но где это видно? Я не помню, чтобы в бытность, когда я руководила этой компанией, чтобы кто-то из журналистов, если это такое было, пусть озвучат коллеги, чтобы я лично или там кто-то из исполкома кому-то дал бы вопросы. Ну, а сегодня это уже не секрет, что журналисты садятся в эфир с вопросами, написанными в исполкоме. Как это так? Екатерина Федоровна, мы перешли этот лимит, но буквально еще минутка, если можно, выводы ваши, да, то есть, потому что очень много было сказано, чтобы резюмировать, с вашей точки зрения, что нужно делать и как быть дальше с этим телевидением? Народному собранию Гагаузии срочно нужно потребовать от наблюдательного совета дать оценку тому, что творится, что делается на ГРТ, потребовать отчета наблюдательного совета, как это и должно быть согласно закону, придать огласке народной все, что происходит, и поставить заслон тому, чтобы общественное телевидение и радио было использовано властями и подрывало авторитет и статус
общественного телевидения и радио как единицы, как органа, которая должна служить интересам жителей автономии. Я призвала бы здесь жителей Гагаузии внимательно следить за тем, сколько хвальбы можно услышать на экране общественного телевидения. И напомню, общественное телевидение — это орган, который помогает власти услышать мнение людей о том, что не доделала еще власть, и помогает власти определять приоритеты, а не обслуживает интересы власти. Буквально уточнение, когда вы имеете в виду народное собрание, вы, наверное, имеете в виду отдельных людей народного собрания? Я имею в виду, что законодательный орган обязан заслушать отчет наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан реагировать на эти вещи. Я, кстати, не видела никакой реакции наблюдательного совета на то, что общественность была возмущена тем, что передачи закупаются где-то там, вот в Кишиневе. У нас что, нет своих журналистов, которые делают передачи на русском языке, повторюсь? На эти вопросы нужно давать ответы. Не нужно позволять тратить бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, вот так, как это делается сегодня. Я бы не голосовала, я всегда призывала депутатов голосовать за большие бюджеты для общественного телевидения и радио, потому что прекрасно понимаю, что телевидение и радио — это дорогостоящая вещь, и поскольку я говорю, что это должно было быть достоянием гагаузского народа, оно должно технически быть хорошо оснащено. Журналисты должны иметь хорошие зарплаты, должны быть хорошие условия созданы для журналистов. Но тот продукт, который мы видим в эфире, и если у нас нет журналистов, которые способны делать передачи на общественно-политические темы, а, как видно, поэтому закупают в Кишиневе у других журналистов, значит, у нас нет потенциала. Надо задуматься. Ну и справедливости ради надо отметить, опять же, я отвечаю со своей стороны, свои наблюдения, то, что из бывших руководителей только вы высказали свое мнение по поводу того, что происходит на ГРТ, и журналисты, ни бывшие, ни нынешние, тоже своего мнения по этому поводу не высказали. Это тоже, с моей точки зрения, показатель. Ну, мне кажется, что... Нет, это дело каждого. Я, в общем-то... Я отвечаю за свои слова. Если есть претензии, то они могут быть высказаны мне лично. Я их жду. Нет, я сейчас не к тому, что есть претензии. С моей точки зрения, это показательно, да, то есть как бы о состоянии. Михаил, давайте начнем с того, что если журналисты не будут смелыми людьми и не будут брать на себя смелость говорить о том, что вот здесь нарушается закон, нарушаются мои права как журналиста, вы не можете мне указывать, кого приглашать в ту или иную передачу. Когда я осудила, сделала пост и посвятила его тому, что журналист повела себя крайне некорректно по отношению к одному из радиослушателей в передаче, в ответ мы услышали только оправдание такого поведения, такого поступка журналиста. Возникает вопрос, а руководство телевидения и радио сегодня точно понимают, чем должно заниматься общественное радио и телевидение? У меня ответа на этот вопрос нет. Екатерина Федоровна, я благодарю вас, что нашли время, пришли к нам в эфир, прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Спасибо.